Добрый день. Итак, у нас в гостях Антон Васильев, наш якутский доброволец. И мы хотели бы с вами поговорить о ваших добрых делах, которые вы начали уже довольно-таки давно. Вы в медиапространстве как-то уже не очень-то много в последнее время светитесь. Да, последний месяц я не ухожу с страниц интернета, я везде там получается. Какой-нибудь шум, я здесь, я там, получается так. Ну, в СМИ мало говорят о твоих добрых делах. Какие добрые дела в последнее время сделали относительно благотворительности? Благотворительность, я вот только буквально минут 10 назад перевел 2000 рублей одной многодетной маме, мама 8 детей, Тюхтюр. Тюх-тюх, другой вуз. То есть вы... Хангаласский вуз. Хангаласский вуз. Только что перевел 2000 рублей. Я с ними знаком давно-давно. И им перевел, им помощь нужна просто. У нее зарплата 5000 рублей. Как она на это никак поднять детей не сможет. Я оказал помощь маленькую. То есть не только якутские, а другие вузы тоже? Да, другие вузы. Это Татинский вуз, Сунтарский, Нурбинский. Еще какой забыл вуз, ну и Голуди. Забыл. А как они на тебя выходят? Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. То есть они сами пишут? Да, социальные сети. Ну вот ты в Фейсбуке недавно писал... Чукурдахи было дело. Чукурдахи. Я какой вуз, забыл какой вуз. Да, Чукурдахи. Девушка была одна. На днях ты написал, что хочешь ликвидировать Чаран Добра. Нет, Чаран Добра я ликвидировать не буду. Там очень тяжело ликвидировать его. А вот получается я своими действиями, получается, я обидел Аяна Емельянова, Владимира Анатольевича Никифорова, Николая Захарова, Чукрова. Я их не бежал, и мы с ними сейчас друзья, все нормально, никто не хотели меня использовать. Так получилось, то, что хайп поднялся, то, что они хотят меня использовать, то, что все это. А такого ничего не было. Наоборот, они хотели меня поддержать. Просто я раньше привык работать, я не могу в команде работать, я волк-одиночка. Я с 2009 года все один делаю, а в команде я работать не смог. И мы так разошлись хорошо, а потом они ушли в свою стихию, в бизнес ушли. Кто туда ушел? Ну так, они ушли с учредителей, и все. Я сначала хотел закрыть Чаран Добра, а там мне объяснили, ситуация очень тяжелая, большая, тебе легче не закрывать, а продолжить его. Вот так. То есть ты один остался? Я один час, мне надо протоколы подготовить, заявление написано, все, да есть, и все работает. А так, Аяну, Николаю, Владимиру, им большое спасибо за опыт, за знания. Они меня поддерживали как могли, у нас просто потом, я не могу в команде работать, получается так. Да, я виноват, получается. Хочу извиниться перед ними всеми, простите. В Чаране Добра у тебя какие планы сейчас? В Чаране Добра у меня сейчас планы. Я вот на следующей неделе, либо в конце этой недели начинаю сбор помощи Черскому. Это самому северному вузу нашему получается. Ему окажем помощь, Якутска окажем помощь Черскому. Черский окажет помощь Среднеколымску. Среднеколымск пойдет помогать по федеральной трассе ближе к городу Якутску. Каким образом они помогают? А вот мы соберем отсюда всю помощь, это от констоваров до финансовой помощи. Все это отвезем туда, получается, в Черский. И там они вся эта помощь раздадится многодетным малоимущим семьям, нуждающим семьям. Вот так. А взамен в Черском то же самое. Они соберут помощь, наверное, это будет рыба, олень, и окажут помощь Среднеколымску. А Среднеколымск то же самое проведет у себя, раздаст всю эту помощь и окажет помощь соседнему вузу. Такой же у меня проект работает по Вилюйской группе вузов. Сейчас Мирный, как переправа станет по Вилюю, тогда Мирный оказывает помощь Сунтару, Сунтар Нюрбе и так дальше по Вилюйской группе вузов до города Якутска. В том, что ты делаешь якутские именно уборку мусора и так далее, кто-нибудь тебе сейчас помогает или нет?
Многие люди думают: Антон, мы хотим тебе помочь, мы хотим тебе помочь. Я говорю: давайте помогайте, давайте вы с первым, с чего я хочу у них, чтобы они начали, это с перчатки защиты. Чтобы они одевали очень плотные перчатки, 2-3 пары. Без перчаток таких я к работе не допускаю, я сразу говорю: идите вы, я вас не допущу к работе, потому что это очень опасно работать без перчаток. Они могут работать, уколоться, например, порезаться, подцепить инфекцию любую, то СПИД, туберкулез, уколоться иглой, использованной наркоманом или кем. Все. А иглы бывают? Да, я когда работаю, иглу нахожу. Это очень. Недавно ты хотел попросить у СУФУ открыть курилку. Да, я курилку хотел открыть, потом мне сказали, федеральный закон в 2014 году Путин подписал, то, что запретить по всей территории общественных, где общественные, по всей территории общественных университетов запретить курение. А если честно, курение там, они ходят под дом, под гаражи, на теплое озеро. Наши студенты засрали там, извиняюсь за выражение, они замусорили там полностью все. Вот так. А выход какой-нибудь не нашли? Я хотел беседу вести, с некоторыми людьми вел беседу, да. Очень хорошо помогали эти беседы, они курят и бачки с собой кидают в эту урну мусорную. А некоторые люди курят и кидают, там все бычок кинули, пошли дальше. Ты, кстати, можешь сейчас обратиться к студентам. Да. Не почему студенты. Уважаемые люди, давайте будем любить нашу землю, давайте не будем у него засырать мусором, давайте беречь нашу землю и быть добрыми и честными. Вот когда позавчера, по-моему, или вчера ты написал, чтобы люди делились деньгами. Люди очень много постят про деньги и так далее. Вчера. Да. Ну вот, возьмите, это получается, это как зараза пошла. Я не хочу сюда только Макси-Райс подключать. Это не только Макси-Райс. Многие люди поняли, что-то начали они опять на Макси-Райс. Почему? Не Макси-Райс. Здесь очень много разных валют, инвестиций. Глобал, потом еще какая-то есть, еще там очень много разных. Я просто куда ни задели любому человеку, кто инвестирует деньги у нас в республике. Куча бабла стоит такой: вот я столько заработал. Да я рад за них, то, что они заработали. Но у них политика такая идет, они хвастаются этим. Они хотят показать то, что у них все хорошо. А в душе получается у них ничего хорошего. А так если они могли помочь хотя бы 10 тысяч, хотя бы 1000 рублей, этими монетами, этими деньгами они могли оказать помощь тем же самым людям, кому нужна помощь. Например, сейчас собираем деньги одной девушке, у нее рак, у другой тоже рак, у другого мальчика опухоль мозга. А я сейчас деньги собираю многодетной семье, это Настя Рачетникова. Хотим построить им дом, у нее осенью сгорел дом полностью. И сейчас живут они, получается, в бывшей 35-й школе. Условия не такие-то хорошие, но тяжело там жить. А вот одна студия, строительная студия «Алластрой» заключила договор, и они делают Насте дом бесплатно, только стройматериал им нужен. Деньги на стройматериал. Примерно 700 тысяч рублей надо. Я решил продавать блинчики, и большая часть суммы денег идет туда, Насте. Одна часть идет на съем квартиры одной семье, а та семья, кому есть моя квартира, она будет печь блинчики постоянно и продавать. Все. Это получается, люди покупают блинчики, они оказывают помощь этим семьям. 3-2 семьям. Все. Как Макдональдс, но по-настоящему. Да, как Макдональдс. И получается, я планирую, может, в следующем году выйти уже на Покровск, если в соседние улусы, чтобы там были люди, оказывали помощь. Что же с многодетной семьи какой-нибудь такой, кто в тяжелой ситуации. Она будет это все печь, люди у нее покупают, и все. Вот так получается. Люди едят вкусную еду, и они помогают людям. И все. А вот так многие люди у нас все хапают. Даже возьмите от любого маленького до наших больших чиновников, депутатов. Вот сейчас меня посадят за это. Ну, многие люди хапают, да. А я хочу изменить это, чтобы люди не хапали под себя. Все хапают. У нас в республике очень много, как сказать, в республике у нас привыкли люди жить, 5-10 лет живут, потом улетают. Это еще со времен царя Гороха такое люди привыкли.
Сюда политзаключенных ссылали, сюда ссылку. Они жили тут по 10-15 лет, потом уезжали. Их менталитет перешел на местное население. И получается, люди все ломают, рушат. И они для своих детей они не оставляют ничего. Я так не хочу. Я хочу, чтобы они любили нашу землю, любили природу. А земля, она целая, она живая, если так взять. Так, еще Александр Кулан, есть такой шаман, белый шаман. Он сказал, земля наша устала, надо давать положительную энергетику. Вот я каждый день хочу отдать положительную энергетику, отдаю земле. Вот ты несколько лет уже убираешь Якутск, и он стал чище или нет? Мусорить меньше стали? Мусорить стали Или так же? больше, даже больше стали, мусорить стали даже больше. Я мусор начал убирать с 2006 года. О, какой 6? 2011 года. Уже 6 лет. Хотя в 2011 году мусора не так уж много было, да? А сейчас мусора очень много, не знаю, почему это нам получается. Может быть, это идет политика такая. Людям дают шаблоны, и они начинают везде мусорить, все мусорят. Да даже само то, возьмите это, фастфуды, быстрое питание. Люди поели, и оставили, ушли. И также вот это поднос оставили, ушли, да? И они ждут, когда придет официантка, унесет это все. А вот с этого и начинается. То же самое, они выкинули мусор, в лес поехали, поели, оставили, уберут. И все. С этого начинаю, вот с этого маленького, когда они поднос свой не убирают, с этого начинается то, что люди вот так в лес уезжают на шашлыки, они оставляют свой мусор, за нами уберут, за нами уберут. И все, не хотят они ничего делать. А так, если бы каждый человек за собой убирал мусор, у нас бы город вообще чистый был. И вот многие люди кричат, почему у нас не Дубай, так красиво, почему у нас почти все так же, как так. А если хотите Дубай, давайте делать вместе все эти Дубаи, красивый город, давайте делать вместе. Начинать с себя, например, выйти из города, из дома, одеть хорошую перчатку, маску одеть и пойти по пути домой на работу, собрать мусор. И все. Это не тяжело, это легко даже. Ну, самое главное требование у меня такое, это перчатка. Без перчаток я не допускаю к работе. Например, мне летом пришли студентов, человек 30, все таки радостные пришли, час мусор соберем. Но они прошли резиновых, тоненьких медицинских перчатках. Я всех разогнал, все, уходите, не будем работать. Они так обиделись, а потом я им объяснил всю эту ситуацию, они поняли, хорошо. И на следующий день пришли, мы убрали полностью весь мусор. Но они на следующий день купили плотные, хорошие перчатки, 2-3 пары. И тогда поработали на славу. Ты ходишь по всему Якутску, у нас мусорных баков хватает или нет? Не, знаете, в чем проблема? У нас мусор не вывозится часто. У нас накапливается. А если бы вывозили бы мы контейнеры, мусорный контейнер с санитарных точек часто, то у нас бы мусор не накапливался, более-менее чище был. А он так копится, потом приезжает грузовик, вручную все закидывается весь мусор, а по пути все раскидывается. Так получилось. А урны? Урны? Ну вот, урны у нас, да, из урны очень надо будет. Я когда был чаще убирать, пусть это работники мусор с мусорных урн. Потому что они накапливаются, они могут месяцами ждать. А если почаще вытаскивать, чистить их, то наоборот будет чисто. Люди будут видеть, пустая туда кидают. А так люди видят, оно полное, ладно, кинул, как попало, и все. Ну хорошо, давайте завершим наш разговор на этом. И пожелаем тебе удачи, чтобы люди все... Не, подожди, насчет будущего, ты меня спрашивал насчет будущего. Насчет будущего ты хочешь рассказать? Да. В будущем я буду замечательным отцом, любящей жены и замечательных детей. Вот я хочу, это я в будущем мечтаю, это у меня есть такая маленькая мечта, блинчики им печь, а там все вместе садиться и кушать, это моя маленькая мечта. Кино или мультик смотреть и кушать. Вот это есть такая моя мечта в будущем. А уже избранница есть? А избранница уже есть? Избранница есть, все хорошо. Свадьбу сыграем в следующем году, может быть, в этом году сыграем. Отлично. Кстати, сегодня день рождения у них. С днем рождения богини. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Тебе спасибо большое. Удачи. Спасибо. До свидания. До свидания.